придется поставить крест. Конечно, Лев Толстой любил детей и с удовольствием учил грамоте крестьянских ребятишек, пишет издание, но все-таки музей и школа трудносовместимые понятия. Неужто на антикварной мебели 19 века, закупленной для музея на средства Минкульта России, будут резвиться на переменах первоклашки? С таким вопросом задается «Вечерняя Казань», а мы движемся дальше. Откроем газету «Республика Татарстан». Издание проанализировало состояние питьевой воды в Татарстане. По сообщению Роспотребнадзора, состояние питьевой воды за последние годы в республике несколько улучшилось, пишет газета. Связано это прежде всего с тем, что модернизируются очистные сооружения в районах, меняются участки водопроводов. Однако в целом в республике ситуация неоднозначна. По утверждению Роспотребнадзора, 95% населения Татарстана обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Это так. Но по санитарно-химическим показателям в первые 6 месяцев текущего года не соответствовали гигиеническим требованиям все 100% проб воды. Между тем, по данным газеты, лучше всего ситуация обстоит в Бугульминском районе, в Казани, а также в Апастовском и Агрызском районах республики. И хотя средний показатель загрязненности воды в республике составляет чуть более 14%, уровень его в отдельных районах различается в десятки раз. Отдельные поселения ведут водозабор из-под земли. Например, в Заимске из квартирных кранов течет вода из подземных источников, так называемая артезианская. По качеству она превосходит среднереспубликанские показатели. В Роспотребнадзоре отметили, что водопроводную воду даже в тех районах, где она довольно чистая, все-таки лучше кипятить. Далеко не лишней будет и установка фильтров. Вода практически во всех районах Татарстана довольно жесткая. Айдар Галиев, сосудистый хирург межрегионального клинико-диагностического центра, считает, что влияние такой воды на здоровье населения неоднозначно. С одной стороны, содержащиеся в ней многочисленные соли и ферменты необходимы сердечно-сосудистой системе. И также есть статистика, свидетельствующая, что население регионов с жесткой водой меньше подвержено заболеваниям сердца. С другой же стороны, излишние соли могут способствовать, например, ускорению образования камней в почках, если человек имеет такую предрасположенность. Это были все наиболее интересные новости в обзоре татарстанской прессы. Оставайтесь на эхе, слушайте обзоры прессы и далее. Радио «Эхо Москвы». Реклама. До Нового года осталось 16 дней! А новогодние подарки в магазине DedMороz.ru. Пока 9 часов, в начале часа на эхе информационная программа. В Сиднее полиция начала переговоры с вооруженным мужчиной, который